Здравствуйте, уважаемые учителя! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня хочу поделиться следующей информацией, то есть некоторые методы, да, сегодня буду делиться некоторыми методами, шаблонами готовыми, да. Вот первый это у меня метод iPhone для рефлексии. А, Такой которая сейчас в тренде, да, данный метод для рефлексии. То есть здесь как мы будем использовать данные шаблоны. Эти шаблоны можно использовать во время, в конце урока, да, для учеников, и во время, например, взаимопосещений, да, учителей, во время м, уроков, допустим, да, например, можно здесь поменять вопрос, например, как прошел сегодняшний урок, допустим, да, и сюда, как сообщение, ребенок пишет ответ, допустим, да, и здесь следующее сообщение, спасибо за обратную связь, допустим, да. Вот таким вот образом можно использовать данный метод. Ну, я не знаю, все-таки это, мне кажется, тоже один из методов использования а, данного шаблона, да. То есть, мне кажется, будет очень интересно, креативно. Во время открытого урока можно будет использовать для обратной связи с учениками, а, для обратной связи с учителями, которые присутствуют на вашем открытом уроке, да, и так далее. Дальше уже на ваше усмотрение, дальше уже по вашей фантазии можете использовать эти шаблоны. А, До конца досмотрите данное видео, я обязательно оставлю а, ссылочку и опишу, как можно будет его получить, уже готовые эти шаблоны. Следующий метод называется метод компьютера. То есть здесь нам дается вот такой вот шаблон. Сюда на экран компьютера, то есть можно распечатать эти готовые шаблоны, да, и дальше как мы будем использовать эти шаблоны. А, В первом листе, где у нас есть монитор, мы сюда вот на монитор напишем наше задание, да, или там тему эссе, или там формулу, или там задачу, допустим, да. Можно использовать данный метод во время групповой работы, да, во время совместной работы. То есть сюда пишем наше задание, задачу, тему эссе, да, допустим. Если, допустим, у вас 4 групп, можно распечатать 4 компьютера и 4 разных, допустим, темы или там задач, да. Далее идет у нас в следующем листе вот такие вот мышки. Как вы видите, эти мышки у нас разного цвета. Соответственно, можно его использовать для группировки учеников, да, или студентов. То есть здесь в каждом, соответственно, мы отрезаем каждую мышечку отдельно, да, и, соответственно, каждый ученик в группе будет писать сюда, вот в этом пространстве свои ответы, допустим, на а, вопрос или там на текст или там на задачу, которая описана была вот на компьютере. Вот таким вот образом можно использовать данный шаблон. Соответственно, сколько у вас учеников, по количеству учеников, соответственно, вы можете распечатать по необходимости, да. Распечатайте обязательно в цветном варианте, в цветном принтере, чтобы визуально все было так красиво и можно было его использовать для группировки учеников.
если вы будете использовать его во время групповой работы. А, Либо для обратной связи также можете его использовать, да. Дальше уже по вашей фантазии можно использовать в разных стадиях вашего урока. Следующий метод называется метод, следующий метод у нас метод Google. А, Как работает данный метод, как использовать данный шаблон. То есть а, само по себе Google это у нас сервис, да, сервис, поисковой сервис, а, куда мы пишем свои запросы, то есть пишем свои вопросы, запросы, и, соответственно, поисковая система выдает нам какие-то свои ответы, да. Получается, метод тоже работает в таком же принципе. То есть в данном окне мы пишем наши вопросы или запросы, или там, допустим, тему эссе, да, и дальше ученик внизу пишет свои ответы. Ученики пишут свои ответы, и, соответственно, вы можете использовать данные шаблоны в виде раздатка. То есть распечатываете. Здесь вот в одном листе 4 данных шаблона. Распечатываете, отрезаете. Получается у вас 4 листика здесь. Либо можно вот так вот в одном А4 сделать. Допустим, если для групповой работы будете использовать, да, или там как-то дальше уже по вашей фантазии. Может быть, я не знаю, тоже так же для обратной связи, может быть, будете использовать, да. А, То есть принцип такой: вопросы пишем сюда, дальше студенты, ученики отвечают вот внизу, где вот открытое пространство есть, да. То есть таким вот образом мы сегодня познакомились с тремя методами, шаблонами, а, и можете использовать его во время урока, чтобы как бы урок у вас был более таким интересным. А, Шаблоны такие яркие, да. Мне кажется, будет и для учеников тоже интересно, потому что Google, iPhone, компьютер — это все как бы термины такие, очень, которые сейчас актуальные, в тренде, да. Поэтому эти методы тоже сейчас в тренде. Используйте с удовольствием. Эти шаблоны вы можете скачать, готовые шаблоны, в телеграм-канале моего коллеги. Я ссылку оставлю в описании. Шаблоны будут в открытом доступе. Пользуйтесь на здоровье. Не забудьте подписаться, поделиться коллегами, ставьте лайки. Обязательно а, поддержите нас а, своим лайком, комментариями. Спасибо большое за внимание.